Доброе утро. Мы сегодня в студии Револьт-центра. Меня зовут Софья Кропоткина, и я продюсер интернет-журнала «7 на 7». Я сегодня здесь в отличной компании. Со мной гендерная исследовательница Юлия Островская и редактор, журналистка Мария Алексашина. Мы здесь сегодня собрались о том, чтобы поговорить про исследование, про гендерное исследование, которое касалось российских региональных медиа и которое готовила Юля, ее команда, а редактировала Маша сама, без команды. Да, сегодня, думаю, у нас будет много интересного, и мы коснемся многих тем, начиная от трудовых прав и заканчивая феминитивами. С нами, кстати, будет экспертка по феминитивам Ирина Фуфаева, которая написала даже целую книгу об этом. Она подключится немного позже, а пока что мы поговорим про то, как это исследование было сделано, про методологию, плюсы и минусы, подводные камни, как пишут в Твиттере. Да, доброе утро. Так, выступая со вступительным словом в нашей дискуссии, и говоря о методологии, что здесь нам важно отметить, что наше исследование касалось именно региональных СМИ, региональных медиа, и это было исследование, которое базируется на качественных методах. И когда мы говорим о качественных методах, это такой социологический подход, который отличается от методов количественных, которые тоже часто используются, которые используют индикаторы, статистическую информацию для того, чтобы, как правило, проверять какие-то гипотезы и давать такую более общую картину о том, что происходит, например, вот в медиаотрасли российской. В отличие от них, качественные исследования, они скорее отвечают нам на вопрос, а почему так происходит, или как так происходит, как так складывается, что влияет, какие представления существуют у людей, как это реализуется в повседневности, в бытовых ситуациях. И здесь мы не претендуем, конечно, на такую общую картину, потому что у нас как раз исследование не было количественным. Более того, оно было привязано к проекту «Медиашкола Молоток». И, соответственно, мы работали с теми медиа, представительницы которых участвовали в этом проекте. И в этом смысле у нас тоже не было какой-то строгой выборки, где мы могли бы себе ставить цели относительно регионов или количества мужчин и женщин, которые должны быть представлены, или каких-то очень разнообразных тематик СМИ, которые вот мы могли бы тоже все опросить в этом исследовании. И в этом смысле мы не претендуем на то, чтобы экстраполировать наши выводы вот на всю вообще медиаотрасль, как мы могли бы это сделать, будь у нас хорошая статистическая информация относительно вообще гендерного равенства и гендерной чувствительности в медиаотрасли, но да, мы должны понимать, что такой информации в России в принципе не существует. Не существует хорошей статистики, не ведется таких измерений. В целом у нас в России гендерная статистика довольно слабая по разным отраслям, и медиаотрасли и СМИ это тоже касается. То есть вот есть сложность в том, чтобы вообще находить информацию о том, вообще, да, вот что же происходит в целом, да, но вот такие качественные исследования, они нам как раз позволяют понять, как это реализуется в каждом конкретном случае, и, что еще интересно, какие представления об этом тоже существуют у людей, потому что часто мы можем оказаться в такой ситуации, когда представления у людей относительно одной и той же ситуации, они разные, да, у нас бывают и поколенческие разрывы, и как раз гендерные разрывы, когда мужчины и женщины имеют разные мнения относительно схожих ситуаций. И вот это как раз было довольно интересно посмотреть в нашем исследовании. У нас 21 проект, 21 медиа было представлено. Мы проводили глубинные интервью. Всего их было 47. Интервью с журналистками, которые работают в медиа, и интервью с главными редакторами, с теми людьми, которые уполномочены принимать решения относительно того, как строится работа как раз в этих проектах. Также мы анализировали документы, которые существуют в этих проектах. И также мы делали контент-анализ того, что публикуют эти проекты. Вот и здесь тоже довольно интересно, что по нашей проблематике по гендерной, конечно, регламентация
внутри проектов, она довольно слабая, да, то есть у нас тоже не было большого количества вот материала для анализа в этом смысле, но это тоже нам дает представление о том, какова ситуация, да, как это вот реализуется на практике, какая ситуация в региональных медиа. Углубленное интервью нам позволяли поговорить о разных аспектах гендерных отношений, в том числе и обсудить карьерные траектории информанток, и как раз поговорить об их представлениях и сравнить это с представлениями редакторов или тех людей, которые вот принимают конечные решения. То есть получилась какая-то очная ставка, можно сказать. Да, получилось что-то похожее на это. Ну и почему нам это интересно дополнительно применительно к СМИ? В принципе, тематика гендерного равенства, она сейчас все более популярной становится. Но применительно к СМИ у нас еще есть такая специфика в двух аспектах. С одной стороны, это феминизированная отрасль во всем мире, не только в России, но и в России тоже. Женщины представлены здесь больше, чем мужчины, сотрудниц женщин больше, но вот такая феминизация этой отрасли, она не привела автоматически к тому, что гендерное неравенство сократилось или эта проблема решена в этой отрасли. Юль, можно я тебя перебью? Это просто такая частая история. Мы когда рассказывали, что делаем школу для медиа-менеджеров, именно для девушек из регионов, которые работают в медиа как журналистки и хотят, значит, вырасти до медиа-менеджерок, все говорили, блин, ну что такое? Ведь и так больше всего женщин работают в редакциях. Про какое, значит, гендерное равенство вы говорите? Там оно точно есть. Я говорю, ребята, если в отрасли много женщин, это вообще не значит, что там все хорошо с гендерным равенством. Да, именно так. А с другой стороны, конечно, СМИ – это такая особая отрасль, потому что мы понимаем, что, с одной стороны, вот гендерное неравенство, оно существует, конечно, в социальных структурах, а с другой стороны, существует и в представлениях людей, и вот эти стереотипы как раз и воспроизводят, позволяют воспроизводить эту практику вот гендерной асимметрии. И в этом смысле, несмотря на то, что, конечно, за последние годы количество источников информации у нас увеличивается, становится более разнообразными, но все равно основным источником получения информации и формирования представлений для большинства людей во всем мире остаются СМИ. И в этом смысле СМИ, конечно, имеют очень большой потенциал, как и закреплять гендерные стереотипы, так и развенчивать, и способствовать тому, чтобы вообще все эти вопросы были переосмыслены и все представления были пересмотрены. Ну, соответственно, разговоры с редакторами, журналистами, это очень интересно. Вам еще пришлось ознакомиться с региональными медиа и с их темами. Не каждый человек в России читает все региональные медиа, прямо скажем. Как в этих медиа представлена гендерная повестка? Представлена ли она вообще? Да, я сразу оговорюсь, что у нас были очень разные проекты, и часть из них это были такие вот традиционные СМИ, и часть проектов это уже изначально были проекты, которые посвящены были правам женщин или вот гендерной повестке, специальные. И мы, конечно, здесь не можем их сравнивать, потому что понятно, если это изначально проект о правах женщин или о женщинах, то он будет гендерно чувствительным, он будет ориентирован на женскую аудиторию, или такой, наоборот, просветительский, продвигающий эти темы. Вот поэтому то, что я буду говорить, будет в большей степени касаться таких СМИ, которые не являются изначально гендерно ориентированными или не являются проектами, которые вот направлены на продвижение подобных тем. И говоря вот о таких проектах, мы можем сказать, что мы в этом исследовании не увидели такой практики, чтобы вот СМИ или медиапроекты имели какую-то специальную стратегию по работе с гендерными темами, если это только не вот специфические феминистские или гендерные проекты. Если это общая или более широкая тематика,
то вот таких стратегий или специально выработанных подходов не существует. Да? Такая практика отсутствует, вот нам не пришлось с этим встретиться. Что касается вообще гендерно окрашенных тем, скажем так, в первую очередь на вот вопрос о том, бывают ли такие темы, как работают с этими темами, респонденты отвечали, приводя в примеры темы, которые связаны с домашним насилием или с какими-то успешными историями женщин в политике, в культуре, где-то еще, в зависимости от тематики этого СМИ, о чем они пишут. И реже говоря или вообще не упоминая такие вот темы, которые в гендерных исследованиях как раз мы всегда маркируем, да, как вот, гендерно чувствительные, например, которые касаются каких-то вопросов неравенства, бедности, дискриминации, доступа к каким-то социальным сервисам, например, детские садики, или пенсии, или зарплаты, или рынок труда, да, вот не маркируя такие темы, как специально гендерные, а воспринимая их больше как общую социальную проблематику. Если в России бедные люди, то они все бедные. Независимо да. от гендера. Да, слушайте, а вот, Юль, ты сказала, что это были самые разные медиа. Можешь вспомнить какие-то, которые вот прям, на твой взгляд, были самые интересные именно с точки зрения гендерной тематики? Ну, конечно, это были проекты, которые вот работают с правами женщин, да, и, например, был один проект, который касался положения женщин на Кавказе. Вот это было довольно интересно. А что касается вот СМИ такой широкой тематической, широкого спектра тем, то как раз мне вот тут довольно сложно выделить какой-то вот интересный кейс, да, потому что обычно говорят о том, что мы пишем обо всем, да, если есть новость какая-то, вот мы об этом напишем, но специально у нас нет плана, и специально мы этому не уделяем внимания, и вообще хорошо бы, чтобы у нас не было такого перекоса, чтобы вот эта тема там не выходила на первый план, потому что мы пишем, да, обо всем, о разных вопросах. Ну, это понятно, СМИ часто боятся стать вестником одной темы, если они не специализированные. И я работаю в региональном медиа, мы тоже очень боимся, что мы будем писать только о домашнем насилии. И нам читатели уже пишут: хватит, ну прекратите, ну ведь не все так плохо. В смысле, вам реально читатели пишут в редакцию? Нам все время просят хороших новостей. А не могли бы писать хорошие новости? Мы даже сделали такую рубрику. За 2 недели 10 штук собираем. Неплохо. В Саратове дела обстоят с хорошими новостями. Но я знаю, что там еще были, например, всякие площадки, новые медиа, то есть не классические СМИ, например, инстаграмы. Да. Чем отличается специфика работы тематических инстаграмов, вот в смысле именно с гендерной повесткой, от General Interest Media? Если это не тематически вот направленный проект, то по контенту, да, вот по подходу работы с гендерной проблематикой мы не увидели больших отличий. Да. Отличия есть в том, как они функционируют внутри, да, как это все устроено, потому что вот эти новые медиа, они, как правило, маленькие, да, они не работают, да, там нет вот этой традиционной редакции, да, это либо волонтерские, либо фрилансерские проекты, где и вовлечено меньше людей, и вот решения принимаются более демократичным или более неформальным образом, чем в традиционных СМИ. Ну и я хотела бы сказать, что вот на втором месте, наверное, по упоминаемости после вот тем, которые я сказала, применительно к гендерной проблематике, конечно, говорили о темах, которые связаны, например, с ЛГБТ или с сексуализированным насилием. И здесь многие упоминали, что вот есть проблема и есть довольно много рисков для того, чтобы работать с этими темами сегодня. И это связано и с регулированием, которое в России существует. У нас есть ограничения законодательные, которые, да, не позволяют, вот, может быть, настолько активно, насколько хотелось бы писать об этих темах. А с другой стороны, вот такие темы чувствительные, которые, например, сексуализированного насилия касаются,
они требуют хорошей верификации, анализа, который тоже иногда бывает сложно провести, и тогда опасения еще возникают по поводу возможных негативных последствий в форме каких-то исков, претензий со стороны тех участников, о которых будет написано в таких материалах. Да, это большая проблема, потому что, как правило, приходит одна сторона, и дальше ты уже ничего не можешь. И публикации про детей, собственно, тема домашнего насилия, они тесно переплетены же с детьми. И журналисты многие открыто говорят, что мы не берем истории там, из серии «Отец увез ребенка в другой регион и не отдает», или «Мать увезла ребенка в другой регион и не отдает». Всякое бывает. И мы в своей практике несколько раз брались и попадали в суд, попадали в прокуратуру. Это такая очень сложная история, которая в том числе мешает писать о гендерных темах. И я читала исследования, что журналистки упоминали об этом тоже. Упоминали, может быть, даже в первую очередь, как такое институциональное ограничение для работы с этими темами. Спасибо. Кстати, вы тоже можете почитать это исследование. У нас есть полная версия, которую готовила Юля и коллеги. Есть краткая версия, которую для вас выжимала из полной версии Мария. Мы опубликуем это на сайте 7 на 7, когда закончится наш стрим. Все сможете прочитать. Ссылки на исследования мы забросим в комментарии к этому эфиру. У меня еще следующий вопрос. Юль, скажи, наверное, самая маленькая медиа, которая участвовала в исследовании, я так подозреваю, это медиа из одного человека. Да. А самое большое, самое крупное? Самое крупное это был холдинг, прямо региональный, где и печатное издание, и интернет-сайт, и большая редакция с большим количеством сотрудников. Расскажи, пожалуйста, в больших редакциях как вообще устроена, судя по исследованию, работа с такими темами? То есть это просто, не знаю, журналист приходит на планерку и говорит, я хочу написать про эту тему, она мне кажется важной. Или редактор предлагает какую-то тематику. И как вообще это происходит в рабочем процессе? Мы условно разделили эти факторы, которые влияют на работу с этими темами, на институциональные. Это как раз наличие или отсутствие каких-то политик внутренних, то, как это прописано в редакционных политиках. Это тематика СМИ, которая, определяется, это целевая аудитория. Это как раз какие-то ограничения внешние, которые существуют в виде, например, законодательного регулирования. И персональные факторы, которые зависят как раз от позиции людей, но это может быть главный редактор или учредитель, или директор, от персональной позиции тех людей, которые как раз обладают властными полномочиями принимать решения относительно того, что публикуется, что не публикуется, каким темам мы... Учредитель не может влиять на редакцию, как мы знаем. Отдаем приоритет или наоборот, какие-то темы, с которыми мы не работаем. Такое обстоятельство, которое находится на пересечении институциональных, персональных, это то, как вообще организованы отношения внутри редакции, насколько свободно мы вообще можем предлагать какие-то темы, насколько атмосфера и практика позволяет свободно обсуждать что-то, настаивать на своей точке зрения или нет, или это невозможно. Это довольно интересно, потому что, как я уже сказала, каких-то политик оформленных в отношении работы с гендерными темами нету, они отсутствуют. И тут почему я об этом говорю, потому что, например, в западных СМИ, во многих и в крупных существует совсем другой подход, когда как раз такие политики есть, это прописано, и более того, существуют специальные уполномоченные люди внутри коллектива, которые отвечают за работу с гендерной тематикой, которые анализируют контент, насколько эти темы представлены, как с ними работают, которые делают мониторинг регулярный, и используя и эти индикаторы тоже, вводя их
как один из критериев оценки работы издательства. В России пока такая практика отсутствует, и в большей степени, конечно, все определяется именно персональными позициями и как и редакторов, так и журналистов. Потому что, в принципе, вот в ходе наших интервью мы скорее видели такую позицию, что да, мы можем предлагать какие-то темы, и от инициативы самих журналистов многое зависит. Хотя высказывались и опасения тоже, да, например, говорили журналисты, что мы не предлагали такую тему, да, но в принципе мы могли бы ее предложить, могли бы с ней работать, но какие-то темы, наверное, не будут хорошо восприняты, да, или мы сомневаемся, будет ли это так вот хорошо воспринято. То есть какая-то самоцензура даже на стадии питчинга, получается? Может быть, это даже не самоцензура, а какое-то представление о том, да, что допустимо, что приветствуется, а что нет, хотя формально это не закреплено ни в каких правилах, ни в какой регламентации. Мы не знаем, что приветствуется, а что нет, но это предлагать мы не будем, потому что думаем, что не приветствуется. Но я думаю, что это во многом журналисты все-таки выясняют опытным путем. И вот когда мы говорим, что в редакциях отсутствует какой-то документ, который регламентирует работу с гендерной повесткой, я думаю, что дело, конечно, в большинстве случаев вовсе не в гендерной повестке, а в том, что, в принципе, когда ты маленькая редакция, не то чтобы у тебя есть регламент, значит, для работы там, значит, с любыми уязвимыми группами. Но, кстати, хорошая новость в том, что, конечно, более крупные редакции, особенно те, которые часто работают с кризисными темами, как правило, делятся своими наработками. Их авторы, редакторы выпускают книги. Я знаю, что прекрасная вышла книга от одного из авторов, если не путаю, издания «Такие дела». Вот там, где как раз рассказывается о том, как писать об уязвимых группах корректно, так это назовем. В общем, так не говорим. Ты про что? Мы так не говорим? Да, мы так не говорим. Она да, называется «Мы так не говорим». Отличная книжка, прям вообще любовь и рекомендация. Так что, да, спасибо. Да, но я еще что хочу сказать, что все-таки в СМИ тоже существует такая специфика, что работа журналиста все-таки это работа квалифицированных, да, сотрудников, и в определенной степени она творческая, то есть здесь нельзя сказать, что нет совсем пространства для обсуждения и для формулирования своей точки зрения. То есть, да, могут быть ограничения относительно того, насколько мы можем настаивать на своей точке зрения. И здесь журналистки говорили о том, что это связано и с поколенческим разрывом, когда, например, редактор намного старше и менее чувствителен к этим темам, которые, скажем так, стали популярны в последние годы, как, например, тема харассмента, или новой этики, или те же феминитивы. А с другой стороны, что это еще связано с тем, какое положение занимают журналистки в редакции, насколько долго они там работают. Если это молодые сотрудницы, которые недавно пришли, то они чувствуют себя, конечно, менее уверенно для того, чтобы настаивать на какой-то теме и настаивать на своей позиции. Да, редакторы, которые работают давно, они не совсем все это понимают, а иногда воспринимают даже в штыки, так скажем. Но после того, как я прочитала исследование, у меня появилось представление о том, что, в принципе, тема харассмента именно в региональных медиа, не в контенте, а внутри редакции тоже не обсуждается, так скажем, замалчивается, и никаких документов, конечно же, нет. Странно, ведь мы журналисты, мы могли бы все прописать. Но нет. Правильно я понимаю, что вообще журналистки региональных именно медиа говорят о харассменте внутри редакции, о домогательствах и таких сложных, конфликтных, можно сказать, ситуациях? Да, мы как раз тоже об этом разговаривали, об этом спрашивали, потому что нам было интересно не только, как работают с гендерно чувствительными темами, но и то, как устроены отношения внутри редакции, как тоже там строится регламентация, как строятся отношения, которые могут либо закреплять тоже стереотипные установки, либо, наоборот, работать на их искоренение. И мы увидели, это, в принципе, не было для нас сюрпризом, что
да, в проектах отсутствует регламентация, которая бы касалась дискриминации или харассмента, или какие-то специальные политики, которые могли бы быть приняты в этом отношении. Вот мы не встретили такую практику, и это не только специфика российских СМИ, вообще, в принципе, в российских организациях это довольно редкие случаи, это прямо практика, которая формируется вот в самые последние годы, и таких организаций довольно мало, то есть скорее это специфика, опять же, западных организаций, которые работают в России, или каких-то организаций высокотехнологичных, которые заботятся либо очень о своей репутации и таким образом снижают риски репутационные, либо деятельность которых очень сильно связана с человеческим потенциалом, да, с человеческим капиталом, и они заинтересованы в том, чтобы удерживать высокопрофессиональных сотрудников. И вот мне кажется, как раз СМИ-то очень близки к этой категории компаний, да, потому что здесь у нас довольно сильно зависят результаты как раз от тех людей, которые у нас работают, да, от их вот и творческого, профессионального потенциала. Поэтому, да, вот мы бы могли ожидать, что СМИ могли бы быть более чувствительными, но пока мы этого не увидели, и это довольно интересно, потому что российское законодательство позволяет нам уже сейчас, мы говорим о том, что как раз вопросы, которые связаны с харассментом, с дискриминацией, недостаточно тоже урегулировано российским законодательством, оно недостаточно эффективно, но оно позволяет вместе с тем на локальном уровне, вот на уровне организации, все это урегулировать локальными актами. Это могут быть политики, это могут быть кодексы, таким образом, как это удобно для каждой конкретной организации. То есть нет никаких строгих требований. Если у вас большая редакция, вы можете принимать какие-то большие такие формальные документы. Если у вас маленький проект, вы можете принять какую-то очень простую политику, не обременяя себя вот этими вот большими и сложными документами. Но вот пока такие практики отсутствуют, и да, в ходе разговоров тоже это было довольно интересно, потому что несколько наших респонденток сказали, что да, вообще это, наверное, было бы полезно, просто мы об этом даже не думали. Да, вот. Да, это понятно. С другой стороны, нам никто из тех, с кем мы говорили, никто не сказал о том, что в их редакции вот были проблемы, связанные с дискриминацией или харассментом. Но, конечно, в первую очередь это касается каких-то серьезных ситуаций, потому что это тоже довольно интересно, и с этим мы довольно часто встречаемся, когда вот на прямой вопрос о наличии подобных практик отвечают, что нет, у нас таких случаев не было, но когда разговор движется дальше, да, то приводятся примеры каких-то неформальных мероприятий, где вот уже могут высказываться какие-то комментарии стереотипные или там сексуально окрашенные, да, что, в общем-то, под определение харассмента попадает. Да, но мы воспринимаем журналистов это как просто пикантный анекдот. Да, я думаю, не стоит обобщать. Просто у меня тоже были такие истории, когда вот был скандал с МИТУ, и начали в редакции вспоминать, в том числе мы делали материалы о харассменте по отношению к журналистам. И все такие, да у меня столько было таких историй, но это не харассмент, нет, это не харассмент. Вот, поэтому... Мне кажется, это такая же история, как с термином феминизм, что я, конечно, за равную оплату труда, я хочу голосовать, я не хочу сталкиваться с стеклянным потолком, но я не феминистка. Очень часто как бы можно прочитать такое там в комментариях, услышать такое. Почему-то сам термин воспринимается довольно болезненно. Да, и тут тоже довольно интересно, что я бы в целом охарактеризовала такую ситуацию как представление о том, что это пока не актуальный вопрос вот для нашей конкретной редакции. То есть у нас не было таких случаев, у нас не было таких жалоб, или, допустим, у нас женский коллектив, и тогда зачем нам принимать политику против дискриминации и харассмента, если у нас женский коллектив, хотя мы знаем, что это не про отношения полов, да, это про отношения власти, и
женщина, со стороны женщины в отношении женщин тоже могут существовать практики харассмента и преследования, такое тоже бывает. И, в общем, актуальность этих политик не снижается в этих случаях. Вот. И также было довольно интересно, что со стороны редакторов высказывалось такое мнение, что если мы начнем специально вот сильно регулировать какую-то вот эту вот сферу, вот сейчас у нас проблем нету, а если мы начнем на это обращать внимание и специально принимать какие-то политики, вот тогда начнутся жалобы, вот тогда по каждому вопросу у нас все будут просто ходить и жаловаться. Мне кажется, это как в этом интернет-меме, где если я не буду замечать это, возможно, это исчезнет. В конце прошлого года Альянс независимых региональных издателей презентовал как раз свое исследование на тему харассмента. Собственно, и в нашем исследовании, в их исследовании в целом подтверждается. Они тоже, в основном у них, я так понимаю, респондентами были региональные журналисты и редакторы. В целом подтверждается гипотеза о том, что пока в российских медиа внутри редакций не хотят видеть эту тему и так далее. При этом они выяснили, что женщины-респондентки по их выборке чаще подвергаются каким-то словесным или физическим проявлениям харассмента, хотя и мужчины тоже говорили о том, что они с таким сталкивались, поэтому это как бы совершенно не женская история. Я хочу это подчеркнуть. И ссылку на это исследование, если кому-то Да, надо, я уже отправила в наш чат в Ютубе, который идет под стримом, как раз ссылку на исследование Анри, довольно любопытно. Да, я тоже ознакомилась с исследованием Анри, и как раз у нас выводы совпадают, да, и они как раз говорят еще о том, что тоже довольно интересно, что очень небольшой процент из тех, кто сталкивается с харассментом, вообще попробовали пожаловаться. Да. Как раз в силу того, что отсутствует регламентация, отсутствуют процедуры, да, то есть не всегда даже понятно, как, кому мы должны пойти и пожаловаться, и не ясны последствия, да, что ожидать, что вообще после этого, последуют ли какие-то негативные реакции на это, или, может быть, да, сам тот, кто жалуется, вообще столкнется с какой-то негативной реакцией в свой адрес, и что может ожидать другую сторону, на которую жалуется. Вот это все тоже может решаться путем принятия внутренних политик, которые содержат в том числе и описание процедуры, кто, куда, в каком порядке жалуется и какие последствия мы можем ожидать и в случае вот жалоб, и в случае злоупотребления, потому что опасения о злоупотреблениях тоже высказываются, и в нашем исследовании они тоже звучали, что, да, возможно, вот такие процедуры могут быть использованы для каких-то злоупотреблений, но это тоже можно, да, вот эти вопросы все тоже могут прописываться в этих политиках, чтобы снижать и такие риски тоже. Да, то есть получается, что вот среди 21 проекта, с сотрудниками которого и сотрудницами вы разговаривали, сейчас не действует политика ни в одном медиа. На момент интервью не действовала, да, возможно, сейчас уже какое-то время прошло, потому что в одном только, да, случае, в одном мы спрашивали еще о том, есть ли вообще дискуссия, обсуждаются ли эти вопросы, и большинство тоже ответило, что, ну, во всяком случае, им о таких дискуссиях неизвестно, и вот они в них не принимали участие, да, или отсутствовало серьезное обсуждение о том, нужна ли в редакции политика, вообще какие у нас есть проблемы, которые с этим связаны, да, вот не уделялось этому внимания, только один был проект, в котором сказали, что у нас было такое обсуждение, потому что все-таки один вот из случаев произошел, который был связан с этой. То есть из 21 медиа ни в одном не было на момент исследования, но в одном уже задумывались об этом. Да. А временные рамки исследования – это 21 год. Это 21 год, да, и в некоторых случаях еще все-таки звучало такое мнение, что вот скорее это такая тема для каких-то вот московских СМИ, да, у которых может быть ситуация получше, а вот
Для нас в регионах это еще пока не так важно, и, может быть, в ближайшее время это не будет такой важной темой. И у нас были очень интересные цитаты, которые мы в исследовании приводим, которые мне очень понравились, и мне кажется, они так очень точно отражают эту ситуацию. Например, один из редакторов сказал, что у нас все регулируется здравым смыслом, а не какими-то документами. Логично. Вот. И это довольно хорошо отражает действительно вот эту ситуацию, когда вот эти вот практики вообще по разным вопросам, они неформальные, они не формализованные. Да? Вот у нас как-то так сложилось, и вот так вот все идет, но мы это нигде не прописываем, и нигде не закрепляем, и вроде как все должны понимать вот эти У правила. нас есть хранитель традиций какой-то один, и у нас в редакции, например, когда спрашивают, почему, например, мы не используем букву «ё» или используем, так исторически сложилось. Вот это, вот, мне кажется, такая общая история. Вот и было две очень похожие, прямо идентичные цитаты. Одна со стороны вот журналистки, а другая со стороны редактора мужчины, которые тоже очень сильно совпадали, но были вот с разных позиций. Это, как мне кажется, очень хорошо тоже иллюстрирует ситуацию, когда журналистка говорила, что я думаю, что в ближайшее время мы не увидим у нас в редакции или даже у нас в регионе вот таких правил и большого внимания к этой теме. И редактор говорил об этом же, но с другой позиции. Он говорил, что и пока я главный редактор, мы не увидим таких правил в редакции. Они совпали. Да. То есть как бы получается, что такие правила воспринимаются не как способ облегчить функционирование редакции и не как какая-то, как сказать, пошаговая инструкция для сотрудников, у которых проблема, а как что-то, что может, наоборот, значит, работу редакции парализовать. Затруднить, да, и какая-то такая повестка, которая навязывается, да, вот, может быть, какими-то более прогрессивными там СМИ или какими-то столичными СМИ или феминисткой такой общей, да, повесткой. Да, это как-то было бы смешно, если бы не было так грустно. Потому что мне кажется, что вот ровно в тот момент, когда редакция сталкивается с какой-то кризисной ситуацией, если у них уже есть на руках какой-то документ о том, как эту кризисную ситуацию разруливать, ну, хотя бы примерно, да, то есть, может быть, не пошаговая инструкция, но общие рекомендации, то, конечно, это гораздо, ну, как бы делает задачу легче, чем если вам придется одновременно разбираться с кризисом и еще формулировать правила, по которым вы разбираетесь с кризисом и по которым вы действуете. Да, конечно. И вообще все исследования говорят о том, что вот превентивные меры, они очень эффективны. Когда к вам приходят новые сотрудники, если у вас много фрилансеров, и сразу человек на входе знакомится с этими правилами, которые у вас прописаны и определены, и в этом случае они действительно понятны для всех. Ну и хорошо бы в идеальной ситуации, чтобы еще проводилось периодически такое обучение. Вот. И тогда таких вопросов впоследствии возникает намного меньше. Да, спасибо. Я хотела еще спросить относительно вот этих вот политик. А есть ли какие-то рекомендации по тому, как они должны вырабатываться? То есть вы собираетесь как бы внутри редакции командой, которые эти вопросы волнуют, и как-то их прописываете? Или, возможно, есть, я не знаю, какая-то рыба таких правил, которые вы можете брать и адаптировать под себя? Да, вообще у нас был такой большой и важный шаг предпринят на международном уровне 3 года назад, в 2019 году, была принята специальная конвенция Международной организации труда. Это конвенция, которая прям вот касается труда, конвенция об искоренении харассмента и насилия в сфере труда. И Международная организация труда предлагает рекомендации и предлагает прямо конкретные рекомендации в отношении политик, что в них должно быть закреплено, каким образом они должны вырабатываться. И, конечно, они могут приниматься просто редакцией, работодателем, да, вот теми людьми, которые обладают властными полномочиями, но лучший вариант, когда это обсуждается в коллективе и когда такие правила вырабатываются совместно, и все участники, да, принимают их и согласны с ними. Ну вот, опять же, как строится западная практика, там это процесс коллективных переговоров, как правило, переговоров с профсоюзами.
У нас, мы знаем, нету вот таких активных профсоюзов. В России у нас есть профсоюз СМИ, да, но он работает немножко иначе, то есть у нас нет вот этих организаций в каждой редакции. Независимый профсоюз журналистов и работников СМИ, то, что называется. Это не Союз журналистов России, это важная ремарка. Да, это вот такой достаточно молодая и активная организация. А я сейчас, кстати, отправлю ссылку на него тоже в наш стрим в Ютубе, и можно будет посмотреть. Да, но вот специфика российского регулирования состоит в том, что, например, вот этот профсоюз, он не может выступить инициатором переговоров для каждой какой-то редакции, да, чтобы вот обсуждать этот вопрос. Это должен делать коллектив именно этой редакции. А вот такие профсоюзные организации у нас, как правило, отсутствуют. И вот как раз в нашем исследовании мы тоже и увидели такую картину. Нет, что профсоюз, возможно, есть, но я о нем не слышала. И вот эта цитата мне понравилась. А я вот член профсоюза. Ты даже плачу... Нет, я не лидер ячейки, но я плачу профсоюзные взносы. Вот это, да, довольно приятно. И мне вообще как бы нравится, что последние, там, не знаю, вот я 15 лет работаю журналистом, когда приходила буквально на первом курсе в свою первую редакцию в моем родном городе Рязани, конечно, как бы ни о каком независимом профсоюзе речи не шло, и я знала, что существует вот этот российский официальный журналистский профсоюз. Нам рассказывали об этом на журфаке, но, конечно, он был, как бы какой-то такой максимально далекой официальной структурой, поэтому, когда я узнала о том, что независимый профсоюз появился, это было прям, да, довольно интересно. Но, насколько я знаю, у них сейчас тоже нет ведь никаких рекомендаций, да, относительно каких-то гендерных вопросов. Может быть, просто ты консультировала их? Нет, я по этим вопросам их не консультировала, и я, честно говоря, вот не встречала таких рекомендаций, хотя это довольно логично, чтобы профессиональное сообщество вот в форме профсоюза, например, да, журналистов, выработало такие рекомендации относительно того, а вообще, что мы сами ожидаем в своей профессии, как мы должны быть защищены и как это должно регулироваться на уровне редакции. Да, но, к сожалению, нет единства даже в редакторах Союза по некоторым вопросам. Поэтому, конечно, да, плюс я тоже немного слежу за профсоюзом. У нас такие проблемы, то все время хватает журналистов и везут их в ВВС. Тут пока не до гендерных вопросов, прямо скажем. Да, но, в общем, у каждой редакции есть возможность сейчас уже как бы начать об этом задумываться. И хорошая новость состоит в том, что в нашем исследовании, после того, как Юля и ее коллеги поговорили с разными редакторами, журналистами, есть часть, которая посвящена именно рекомендациям. Расскажи, пожалуйста, о них подробнее. Да, ну мы, конечно, рекомендуем принимать такие политики, делать это именно коллективно, путем обсуждения этих вопросов в редакции, в политиках этих прописывать нулевую толерантность к дискриминации, харассменту, насилию, прописывать обязательно процедуры и вообще выработать этот механизм, вот как у нас будет работать процедура, которую мы можем использовать в таких случаях, кто куда жалуется, что происходит, да, какое время это занимает и какие последствия могут наступить, чтобы эти процедуры были понятны и прозрачны для всех. Кроме того, хорошей практикой бывает назначение специального лица, ответственного либо за гендерное равенство, либо за безопасную среду, к которому все могут обращаться вот по вопросам, которые у них возникают. И в случаях, когда возникают проблемы, и в случаях, когда у людей какие-то сомнения возникают, чтобы они знали, вот к кому они могут обратиться. И хорошо бы, чтобы это не был главный редактор, потому что здесь тоже вот отношения власти и подчинения, они не всегда нам позволяют свободно вот по любому вопросу, да, к самому главному человеку вот так вот обращаться свободно. Вот.
Относительно вообще структуры этих политик, ну, мы все-таки рекомендуем как раз равняться, да, и обращаться к международным стандартам и к конвенции, к рекомендации МОД и к рекомендациям МОД, которые они дают относительно именно политик, потому что, ну, это, наверное, самые проработанные документы, которые на сегодняшний день вообще существуют. И, кроме того, существуют в России женские организации, которые этими вопросами занимаются, к которым тоже можно обращаться в этих случаях, если СМИ нужна такая помощь, нужны консультации по этим вопросам. И, конечно, важно вести мониторинг, важно понимать, вот если вы приняли такую процедуру, сколько у вас было жалоб, каких вопросов они касались. То есть следить за этими процессами и проводить обучение, как обучение для новых сотрудников, которые приходят, знакомить их с этими документами, потому что это тоже такая распространенная ситуация, и в нашем исследовании мы тоже получали такие ответы на вопрос о том, а существуют ли у вас какие-то внутренние правила, да, правила внутреннего трудового распорядка или существуют политики. Мы получаем ответ, что, ну, я не знаю, да, может быть, они и существуют, но я о них не знаю, да, чтобы вот как раз человек знал, что такая политика существует и что в ней прописано, да, эти тоже процедуры ознакомления, они, в общем, разработаны, да, как знакомить под подпись, чтобы человек потом не сказал, да, что я не знала, и первый раз я об этом слышу. И, в принципе, у нас и трудовым законодательством это определено, что при устройстве на работу вообще-то необходимо со всеми локальными документами ознакомить. Другой вопрос в том, что часто это делается формально, и вот даже если такие документы есть, вам показывают такую большую папку, говорят, а это вот наши внутренние документы. Распишитесь. Да, вот, ну, примерно таким образом это происходит. Да, забавно. Если попытаться, знаешь, вот ответить на такой вопрос. Допустим, есть некая условная редакция средних размеров, не какой-то там огромный холдинг, но и уже там не один человек, который занимается своим инстаграмом. Вот какие основные правила, там, не знаю, типа топ-3 правил, допустим, если можно как бы так прям упростить ваши рекомендации, с чего вот прям надо начать, если не готовы пока принимать какую-то огромную политику, там, не знаю, вот толстую папку, хотя бы какие-то основные направления, что это должно быть? Основные направления, которые можно сформулировать, это как раз безопасная среда, это понятные процедуры найма, которые бы тоже исключали стереотипное восприятие, потому что, с одной стороны, тоже вот то, что мы увидели в исследовании, с одной стороны, говорят о том, что да, у нас нету каких-то установок относительно того, какие вот профессии здесь в СМИ являются мужскими или женскими, или относительно тем, да, которые являются мужскими или женскими. Вот у нас и мужчины, и женщины там работают на разных должностях и занимаются разными темами, но потом все равно эти стереотипы воспроизводятся, и да, вот в качестве объяснения они говорят, хотя вот эта тема, она мужская, да, но у нас женщины тоже о ней пишут, хотя, в общем, мы понимаем, что нет мужских, женских тем в журналистике, есть темы самые разные, с которыми могут работать и мужчины, и женщины. Вот, наверное, ну вот это если совсем такие простые правила принимать. Спасибо. Так, друзья, я обещала вам сегодня в начале стрима, что у нас будет эксперт по феминитивам. Это самая, наверное, такая остренькая, горячая тема во всем нашем исследовании. Мы сейчас возьмем супер короткую паузу, буквально на несколько секунд, чтобы вывести ее в эфир, и вернемся. Пожалуйста, оставайтесь. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Мы, наконец, настроили наше оборудование и видим вас. Очень здорово, что вы сегодня смогли к нам присоединиться. Большое спасибо. Я знаю, что после нашего стрима вы отправитесь на пары к студентам. Я уже практически на них, да, давайте. Да, хорошо. Спасибо. Мы сегодня много говорили о том... Студенткам, кстати, в основном, да, поэтому можно смело говорить студенткам. Хорошо, спасибо. Мы сегодня много говорим о том, как меняется вообще гендерная оптика в региональных медиа, а вы написали целую книжку по поводу феминитивов. Это прям
такая горячая, актуальная тема. Скажите, пожалуйста, вот вы человек, который изучает феминитивы. Что вы можете сказать о том, насколько они стали более распространенными в последние годы именно в региональных медиа? Или это все-таки пока явление для московских медиа? Вы знаете, во-первых, у меня есть ряд примеров именно из региональных медиа, новостных медиа, таких вот не идеологических, да, и эти примеры касаются не только самого последнего времени, хотя вы правы, конечно, что в последнее время, я думаю, вот это вот большее освобождение в использовании этих слов произошло. Пример. Новосибирск, научный сотрудник, да, по должности женщина называется, пишет Путину письмо по поводу зарплат, и ее ряд СМИ, вы можете убедиться в этом, назвали научной сотрудницей, хотя название должности, казалось бы, ахахах, это вообще как бы очень сложно что-то менять, застывшее словосочетание, но тем не менее поменяли, а комментариев я не вижу отрицательных. Я ориентируюсь вот на комментарии, это не нормативно, да, и мы можем на что ориентироваться. Вот на этот фидбэк от слушателей, вернее, этих самых читателей. И я вижу, что его нет, значит, люди это как-то проглотили нормально, и ничто не резало в глаза, да, вот, и это очень как бы важный такой момент для самих СМИ, потому что они имеют возможность писать научная сотрудница, которая в заголовке, понимаете, когда, потому что как научному сотруднику, которая, это было бы вообще, совсем неловко грамматически. Именно вот из-за заголовков, именно из вот этих вот потребностей рождается, в общем-то, такое нормальное насыщение СМИ новостных такими феминитивами, как водительница, например, даже полицейская, то есть вы понимаете, да, это вот хроники, всякие новости, там учительница, директриса, вот такие вещи я находила, там митингом поддержали директрису школы, там следовательницы, я сама использовала, как активист градозащитницы вологодские, а там действительно организаторы вот этого движения настоящей Вологды – это женщины. И правильнее вот в целях видимости, конечно, градозащитницы использовать. Наверное, вот вы заметили, что все эти феминитивы, в общем-то, традиционные или образованы по традиционным моделям. Вот это такая, цель, если или видимость женщин, или просто грамматическая такая безупречность, то вот есть такой путь. Угу. Скажите, а ваш прогноз как эксперта, экспертки, лет через 10 будет кого-то вообще удивлять обилие феминитивов в медиа? Вы знаете, что касается феминитив, я думаю, нет, потому что, вообще-то говоря, русский язык феминитивами богат, был всегда богат, и вот, какой-то некий такой вот откат произошел, а теперь, значит, вроде как опять можно, да, и вот то, что я упоминала, эти слова, а их вообще очень много, с такими суффиксами нет традиционные, типа там следовательница, градозащитница и так далее. Вот, я не думаю, что эти слова будут кого-то волновать. А что касается феминитивов, которые групповыми сейчас являются по своему статусу, типа авторка, менеджерка, они идеологические, в общем-то, для кого-то со знаком плюс, для кого-то со знаком минус, и они, одной из причин их неприятия является, в общем-то, несоответствие словообразовательным моделям, некоторые, тонкое, но важное для людей, что вкупе с нагруженностью суффикса «к» в некоторых случаях другими смыслами, уменьшительностью, сниженностью, вот такие примеры, как гримерка, это же совершенно аналогично могло бы быть феминитиву, но это сниженное такое название комнаты гримеров, да, гримирующих артистов. В общем, будет много такой амонимии конкретного суффикса «к». И что с этими феминитивами будет, тут трудно прогнозировать. Хотя, с другой стороны, поколенческое, конечно, язык изменяется с поколениями, и в данном случае мы понимаем, что это время работает на них, на этих феминитивах. Я лично сама, конечно, стою за традиционные феминитивы, потому что это уже сейчас такое средство, и потому что они традиционные, это, в общем, такая органическая часть русского языка, лингвистики. А так вообще это нормальный путь, мне кажется, уже сейчас делать женщин видимыми совершенно без конфликта, без отрицательных эмоций. Например, пример. Женщина-режиссер, да, режиссерка.
Ну, вот как-то так, да. И в то же время в СМИ я посмотрела еще 20 лет назад, в таких случаях слово использовалось постановщица в газетах. Вот об иранской постановщице, которая там сняла фильм какой-то очень интересный про курдов, 20 лет назад писали СМИ, и это, в общем, ну, или там режиссер-постановщица. И это, ну, опять-таки, совершенно литературный стандартный язык был, не редактор пропустил, это центральный в данном случае СМИ. Спасибо. И у нас есть еще один вопрос, который прислали нам зрительницы нашей трансляции. Журналистка Ирина спрашивает. Несколько лет назад я писала текст с заголовком «Я работаю криминалисткой». После чего героиня текста, собственно, криминалистка в полиции сказала, что такой профессии не существует. Кто прав, редакция или представительница профессии, у которой в трудовой книжке написано «криминалист»? Вот вы знаете, такой тонкий момент. Я работаю кем-то. Сказуемое. Я тот-то. Сказуемое. И, в общем-то, я считаю, что в данном случае скорее права вот эта криминалистка, которую, вот, да, сейчас я говорю о ней в третьем лице и называю ее, это подлежащая, это героиня, я ее называю криминалисткой, да, мы все понимаем, что вот криминалистка то-то сделала, да, вот в такой конструкции мы сразу понимаем, что это женщина. А когда речь идет о профессии, это фактически как бы признак, вот сказуемое «я тот-то», «я лингвист». Выделять, то есть когда мы говорим «я лингвистка» или там «я криминалистка» или «она криминалистка», по профессии тем более, да, это значит, что она по профессии женщина-криминалист, а она по профессии не женщина-криминалист. То есть она не как бы не к половине, а к некоему целому профессиональному. А вот когда там криминалистка рассказала о своей профессии, тут, я думаю, я не знаю, конечно, как конкретно эта женщина бы реагировала, это ее право, даже живой человек всегда согласует, как-то мы стараемся, там, журналисты, согласовывать все, да, в общем-то, весь материал с персонажем, с героиней. А вообще говоря, такое вот нормально и информативно для читателя, и, конечно, СМИ такое используют. Именно в заголовке, когда вот криминалистка или там следовательница, или исследовательница, или ученая в заголовке является подлежащим или там дополнением. Ученую наградили, там, полицейскую привлекли там за то. Вот просят вам передать, что у вас очень полезная книга. Я прям согласна с тем, что книга у вас классная. И давайте еще один вопрос от журналистки Валентины из Томска. Валентина пишет нам: «Добрый день, работаю в СМИ, у нас часто возникает вопрос, нужно ли при использовании феминитивов пояснять, что на этом использовании настаивает героиня?» Ну, я думаю, да, конечно, сейчас вот как раз такой момент, что это нужно. И, ну, как я уже сказала, да, вот если мы что-то, ну, согласуем с автором, вернее, с героиней, и это что-то нестандартное, да, то, что читатель, в общем-то, не ожидает, мы же это можем пояснить читателю. Ничего такого в этом нет. Вот. Ну, какие-то другие, например, вот вещи, да. Но я не знаю, что вот она там привет передает своим там коллегам по просьбе. Ну, вот, да, и все. Ну, я не редактор, но я бы вот так решила. Да, спасибо. И есть даже не вопрос, а просто краткий комментарий от другой журналистки из Томска. Томск – прекрасный город. Лида пишет: «Я в тексте употребила слово «камикесса» недавно». И тут, и тут должна быть картинка: бежит, орет. Да, так что... Вот такая небольшая модель, в смысле, она модель-то нормальная, наезда от слов «наик». Некоторых критикесса, это, между прочим, вот я нашла в начале 20 века первое употребление, и камикесса. Ну вот, мне кажется, это нормальное слово, хотя и крайне редко, потому что, ну, иной суффикс тут совершенно невозможен, да, камичка, ну, вот если «к», нет, вот, потому что это было бы совершенно непонятно. Да, а в то же время это... такого рода деятельность, ну, в которой, в общем-то, гендер имеет значение. И, ну, как актриса, да, певица. Отличается даже, в общем, жанр у женщины, комикессы.
Ну, в общем, есть особенности, так же, как в спорте, вот в такой вот эстрадной деятельности, в театральной деятельности. Мне кажется, это так достаточно важно, и вот это нормально. Мгм. Ирина, большое спасибо, что вы смогли к нам подключиться, выйти в эфир. Я ссылку на вашу книгу тоже на сайте издательства отправила в наш стрим на Ютубе. Я надеюсь, что те, кто писали вопросы, как бы с удовольствием ее прочитают. Большое спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания. Пока мы снова в эфире, я скажу, что меня в книге у Ирины больше всего потрясло то, что мы вообще часто рассуждаем про феминитивы, и вот, наверное, респонденты тоже говорили о них как о каком-то суперсовременном явлении. На самом деле ничего подобного. Там в книге Ирина приводит примеры феминитивов на историческом материале 16-17 века. И там их было гораздо больше, чем сейчас даже. И споров никаких не было. В этом не уверена, что больше, но просто такой вот факт. Что говорили про феминитивы те, с кем вы общались в процессе исследования? Это очень интересно, потому что когда мы задавали вопрос относительно вообще того, какой язык они используют, гендерно-нейтральный или гендерно-чувствительный, вот первое, о чем говорили, это феминитивы. Да? То есть феминитивы воспринимаются как индикатор вот, гендерной чувствительности языка. Это довольно интересно, и вот это была такая общая позиция. И, конечно, в большинстве случаев, то есть, да, вот говорили о том, что у нас нет прописанных правил относительно того, используем мы феминитивы или нет, в каких случаях мы их используем, какие мы используем, а какие нет. Хотя вот у нас было 2 этапа исследований, и на втором этапе как раз в одном из проектов они сказали, что мы как раз вот это прописали, да, у нас был такой вот разговор, и мы об этом, и мы участвовали в молотке, да, и мы об этом думали, и мы как раз прописали этот вопрос для себя в редакционной политике. Ну вот в большинстве случаев, опять же, прописанных таких правил нет, и говорили о том, что вот как раз то, о чем Ирина ровно сказала, что традиционные феминитивы, как, например, учительница или работница, что да, это нормально, мы вполне можем такое использовать. И говорили часто, что нет, мы не используем авторка-редакторка. Вот это мы, да, вот это мы... Даже если героиня сама себя просит так называть? Вот тоже общий такой подход, да, вот заключается в том, что говорили о том, что мы используем такой подход, что мы называем человека так, как он сам о себе говорит, так, как он сам себя называет. Вот. И это тоже довольно интересно. Это вот подход, который наиболее распространен. Да? Вот, как человек себя сам называет, так мы о нем и напишем. Ты сама себя идентифицируешь как исследовательницу? Исследовательницей тоже ровно то, о чем сказала Ирина. Я вот всегда говорю, что научная сотрудница, хотя, конечно, во всех документах официально это до сих пор, да, прописано. В трудовой ты сотрудник, да, в медиа ты сотрудница. Сотрудница, да. Хотя, мне кажется, это тоже вполне традиционные феминитивы, сотрудница. В общем, ничего нового в этом нет. У нас был спор в редакции по поводу слова «водительница», «водительница трамвая». Потому что вот кто журналистки сидят в зале или кто-то смотрит, знает, да, что вот этот вечный спор по поводу автоледи и женщины за рулем. Огнеборцы и автоледи – главная проблема современных медиа. Вот. И мы начали использовать слово «водительница», и потом в каком-то тексте советском мне попалось это слово совершенно легитимно использовавшееся во всех газетах и так далее. Мне кажется, оно очень симпатичное. Если что, используйте слово «водительница». Да, и я бы хотела, на самом деле, еще дать возможность, собственно, участницам школы «Молоток», с которыми вы говорили, тоже задать свои вопросы. Они, да, сегодня с нами. Да, я попрошу, как перед вопросом, представиться. Добрый день, меня зовут Валентина, агентство новостей ТВ2 Томск. По поводу феминитивов и профессий, у меня есть прекрасная история, которая произошла со мной вот месяц назад. Я записывала интервью с управляющей банка открытия. Я написала: управляющая банка открытия Елена
не помню ее фамилию, мне исправили на управляющий банка открытия Елена, сказав, что ну вот такой должности нет, и поэтому управляющий Елена. Я хотела спросить, проводили ли вы параллели между гендерным неравенством в редакциях и тем, в каких регионах эти редакции представлены? Ну, там, условно, на Кавказе мы все прекрасно знаем, какое там в целом положение. Возможно, в редакциях, то, что происходит в редакциях, это является неким таким зеркальным отражением того, что в целом происходит в регионе. Да, ну, вот для того, чтобы сделать такой хороший вывод, да, об этом нам нужно было бы использовать подход, когда мы тогда определяем разные регионы, и мы их сравниваем. Вот так как у нас в этом смысле выборка была случайной, да, то есть вот участницы, которые были представлены в «Молотке», вот мы с ними и работали. То есть вот мы тут все-таки строго, да, не можем сказать, что мы можем вот такие параллели провести, хотя говорили о том и редакторы, чаще даже говорили об ожиданиях аудитории, которая как раз связана с регионом, в котором они работают. Да? Они говорили, что у нас вот такой, например, у нас довольно консервативная здесь аудитория в регионе, поэтому вот с какими-то темами мы там аккуратно, да, работаем, или вот этого, возможно, наша аудитория не поймет, или здесь может быть негативная реакция. То есть все-таки регион, да, влияет, то есть мы не можем этого отрицать, хотя вот как бы строгих каких-то выводов, именно исходя из нашего исследования, мы не ставили такой, да, вот цель прийти к этому. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Анна Зуева, я живу в Бурятии и принимала участие в исследовании Юлии. У меня такой вопрос. Можете ли вы поделиться мнением о том, как устроено экономическое неравенство в редакциях? Есть ли какие-то данные о том, сколько получают женщины, сколько получают мужчины? Вот, исходя из вот этих глубинных интервью, можете сделать какие-то выводы? Действительно ли женщины-журналистки получают там, на сколько-то процентов меньше, чем мужчины? Спасибо. Да, это такой очень хороший, очень актуальный вопрос, потому что вот как раз это один из немногих вопросов, который касается гендерного равенства, в отношении которого у нас в России есть статистика, и мы можем вот оперировать статистическими данными, и даже есть некоторая статистика по отраслям, и вот это известно, да, что в России существует большая разница в оплатах мужчин и женщин, около 30%. И разные исследования это подтверждают, в том числе и прям наша статистика, которую дает Росстат. И для СМИ это тоже актуально. СМИ не являются исключением этой сферы. И в наших интервью тоже об этой проблеме говорили. И в частности говорили о том, что на аналогичной должности, например, мужчины получали больше, но когда туда приходит женщина, ее зарплата оказывается меньше, чем мужчины, и даже вот эта ситуация может быть вполне понятна, да, но нет никакого механизма, чтобы на это повлиять, да, чтобы менять эту ситуацию. Я вот даже, честно говоря, не знаю, сталкивалась ли ты, Маша, с таким, чтобы в твоей региональной редакции была разница зарплат. Ну, не обязательно в той, которой ты работаешь сейчас, но вообще. Но в целом я сталкивалась с тем, что начальниками отделов чаще становились мужчины, нежели женщины при равных позициях и равной загруженности и работе. Да, такое было. По поводу зарплат, не знаю, все очень сложно, никто же не вывешивает на доске почета, кто сколько заработал. Вот. Поэтому, ну, не знаю, вот в нашем регионе, мне кажется, это зависит скорее не от гендера, а от каких-то от персонального оффера, так скажем. А тут уже вступает в силу история о том, что женщины часто меньше просят и испытывают какие-то трудности по поводу переговоров зарплатных, как мне кажется. А в исследовании что в основном говорили респонденты и респондентки? Ну, все-таки редакторы говорили о том, что нету такой вот установки, да, относительно того, что мы
платим мужчинам больше, женщинам меньше, или нет установки относительно того, кого мы хотим видеть там, начальником отдела, или вот опять же журналистом, который работает с какими-то темами. Вот. Но все-таки вот со стороны журналисток были такие упоминания, и вот тоже интересный вопрос о том, как происходит продвижение, да, карьерное, кто чаще становится начальниками и руководителями. Это тоже известная ситуация, когда у нас существует гендерная пирамида, и вот чем выше по карьерной лестнице, тем меньше женщин, и в феминизированных отраслях такая ситуация тоже сохраняется, то есть это будет преимущественно женская отрасль, но мы увидим, что вот чем выше мы поднимаемся, уже на уровне руководителей будет совсем другое соотношение, там уже мужчин будет больше. И было довольно интересное у нас интервью, когда одна из информанток, она прямо так и сказала, которая занимает как раз руководящую должность, что я получила эту должность только потому, что не было мужчины, который бы претендовал тоже на эту должность. Это печально. Ну, я надеюсь, что благодаря, не знаю, нашей школе «Молоток» и подобным инициативам эта тенденция все-таки будет преломлена, и мы войдем в прекрасный мир гендерного равенства хотя бы в российских медиа, а лучше бы как бы и не только в российских медиа. Я думаю, что на этом мы будем заканчивать. Спасибо большое, что были с нами. Мария Алексашина, Юлия Островская. И полный текст исследований, я повторю, вы можете прочитать на нашем сайте 7 на 7. Мы сейчас отправим ссылки в комментарии ко всем трансляциям. Спасибо.